Да, мама работала в кинотеатре «Родина». 40, вот как приехали сюда, попали в 42-м или 43-м году, да, ну, его строили, говорят, где-то в 38-39 годах. Это здание историческое. Потом особенность была такая, что фильмы были разные. Были фильмы на час 40, а то были 2 и 2:10. Одна серия, вы знаете, и они заканчивались в разное время. И там делали передышку, но не знаю, по-моему, чуть ли минут 20 подметали, потому что люди бросали бумажки, там еще что-то, семечки, вот, подметали, проветривали, и снова сеанс. И фильмы начинались. Значит, даже с утра, с 8, 8, там 10, но потом позже, по-моему, 8 нет, уже 10. Не 12, а там могло 10:45, 12 с чем-то, 12:20, 14, 14:20. Менялись, вот эти, график менялся. Скользящий назывался график, вот, ну, да. Кино было звуковым? Звуковым было, фильм звуковой. И были наши, и были эти как его называется, титрами. Или переводили, перевод уже, да, по-настоящему, как там, озвученные фильмы. И Майли Гербер Густавович был, вот он играл в оркестре кинотеатра «Родина». Они перед сеансом? Да, они перед сеансом, люди приходили заранее, и за 20 минут это рассаживались, до последнего не играл оркестр. И в том числе там Майли Герберт Густавович, он на фортепиано вот, играл. Там в кинотеатре была котельная своя. Этой котельной котельная отапливалась. И мы ходили, мы с тазиками ходили, прямо в котельной в подвале мылись. А лестница вела, сразу могла вести на 3-й этаж. Да. Сейчас, по-моему, она тоже сохранилась, эта лестница. Там, вы подсматривали, пробирались на киносеансы? Мама вас пускала? Да, она пускала, но если запрещенные были какие-то... Да, были такие фильмы, которые нельзя было... Это, наверное, на те фильмы не это... Все вырезали. Вот почему мы благопристойными выросли. Вот. Не было у нас такого. И не было того, что сейчас 13-15 лет живут и детей рожают. Вот этого не было, честное слово. Мы как-то были или более заторможенные, и развитие такое, мы в годы войны родились. Я родилась кило 800, я уже говорила. Вот с таким весом, мама на лесозаготовках, а завтра рожать. Вот.